Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Кабмине обсудили работу правительства, динамику исполнения бюджета, реализацию мер по защите населения от COVID-19. Александр Анква приступил к исполнению своих обязанностей. До начала курортного сезона остался месяц. В Общественной палате Абхазии обсудили готовность к туристическому сезону. Шанс стать студентом МАДИ. Представители одного из ведущих технических вузов России приехали в республику с рабочим визитом. Праздник женственности и красоты. В Абхазии пройдет конкурс «Мисс и Миссис Россия-Земля-2021». Начнем выпуск сообщения пресс-службы Кабинета министров Абхазии. Премьер-министр Александр Анква приступил к исполнению своих обязанностей 12 апреля после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Президент Аслан Бжания провел рабочую встречу с премьер-министром Александром Анква. Президент и глава правительства обсудили ситуацию в стране и планы работы исполнительной власти на ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба президента. Александр Анква и Владимир Делба обсудили финансовые вопросы. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о работе правительства, динамике исполнения бюджета, приоритетных направлениях его расходования, реализации мер по защите населения от COVID-19. Владимир Валерьевич, добрый день. Скажите кратко о состоянии дел в бюджетной сфере, как идет финансирование по проектам, в частности, что в здравоохранении, как финансирование работы по борьбе с ковидом, ну и другие текущие вопросы, которыми вы занимались каждый день. Уровень доходов нашей страны на сегодняшний день составляет 1,2 миллиарда рублей. Эти показатели свидетельствуют о темпах роста по отношению к предыдущему году, к аналогичному периоду, в объеме плюс 21%. Такие показатели нам дают возможность оценивать ситуацию как достаточно стабильную в этой сфере. Я говорю исключительно только о собственных доходах государственного бюджета. Мы опираемся сегодня на ключевые позиции, которые обозначены как приоритетные в части использования государственных средств. Несомненно, по-прежнему остается приоритетность – это меры по защите населения от ковид. Как известно, бюджетом 2021 года предусмотрено отдельное мероприятие в структуре расходов Министерства здравоохранения, это 50 миллионов рублей на борьбу с ковид. Часть из них уже была направлена, в частности, на приобретение необходимых медикаментов и препаратов для лечения наших граждан. Кроме того, активно финансируются расходы по всем целевым программам системы здравоохранения, в частности, также централизованное приобретение медикаментов для нужд системы, кадровое обеспечение для системы здравоохранения и другие аналогичные позиции. Темпы финансирования фонда оплаты труда составляют на 12 число плюс 15% по отношению к прошлому году, и сегодня достигли они на 12 апреля 65% по всей стране. К сожалению, пока еще остается у нас наличие задолженности по выплате пенсий нашим гражданам. За март месяц там больше 65 миллионов. Да, за март месяц, да, именно такая сумма, 65 миллионов рублей, остается невыплаченной. Мы прилагаем усилия для мобилизации задолженности. И хочу сказать о беспрецедентной поддержки республиканского бюджета в первом квартале бюджету пенсионного фонда, который достиг 105 миллионов рублей. Как вы оцениваете работу налоговой службы за прошедшие 3 месяца и таможни в том числе? Тот ритм, который был задан по мобилизации задолженности с прошлого года, он сохраняется. Мы наблюдаем тенденцию роста доходов как налоговых, так и таможенных платежей. Отмечаем динамику стабилизации налогоплательщиков по уплате. Обратили внимание, что снижается уровень пений, и это свидетельствует о том, что налогоплательщики уже входят в режим законодательства и уплачивают в соответствии с действующим законодательством в установленные сроки. В отношении таможенных платежей тоже хочу отметить динамику роста. Она очевидная, там превышает 20%. Если брать в натуральных показателях,
то здесь тоже есть темп роста, но очевидным явилась работа по администрированию этих платежей. На основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции президент Аслан Бжани подписал распоряжение, согласно которому действующие ограничительные меры продлены до 12 мая 2021 года. Напомним, что в республике запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях общественного питания, проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях. Снят запрет на деятельность спа-салонов, массажных салонов и саун, образовательных кружков, танцевальных репетиционных залов, закрытых помещениях, детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений. Согласно распоряжению, все объекты общественного питания, торговли и предоставления услуг должны работать в строгом соответствии предписаниям СЭС. В Абхазию с краткосрочным визитом приехали представители клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Делегацию принял министр здравоохранения Томас Цахнаки. Обсуждалась возможность сотрудничества. Питерские медики готовы предоставить жителям Абхазии возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования России. В случае отсутствия у жителей Абхазии полиса ОМС клиника готова рассматривать вопросы индивидуально по системе гарантийных писем. По итогам встречи было принято решение о заключении договора между Министерством здравоохранения Абхазии и клиникой высоких медицинских технологий имени Пирогова. В Москве состоялась встреча министра юстиции Республики Абхазия Андрей Барцыц с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко. Как сообщает пресс-служба Минюста, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества, направленного на развитие и повышение эффективности функционирования и более тесного взаимодействия Минюста Абхазии и Минюста России. По итогам встречи было принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного и эффективного решения поставленных задач, а также подтверждено взаимное намерение подготовки и дальнейшего подписания ежегодного плана мероприятий и сотрудничества между Министерствами юстиции Абхазии и России. За большой вклад в укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией орденом Махизапша второй степени награжден Отари Аршба. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжани. Указом Аслана Бжани, исполняющим обязанности главы администрации Чимчирского района, назначен Беслан Бигвава. Бигвава Беслан Владимирович родился в городе Ткварчал. После окончания школы поступил в Ивановский сельскохозяйственный институт. В 1990 году перевелся в Восточно-Украинский государственный университет. 16 августа 1992 года приехал в Абхазию. Воевал в батальоне группы Шамиля Басаева. После окончания войны восстанавливал Чимчирский государственный хлебозавод. Там же устроился на работу. Затем занялся бизнесом в Абхазии. В 1998 году окончил Восточно-Украинский государственный университет, получил полное высшее образование по специальности автомобили и автомобильное хозяйство. В разные годы работал по специальности в Москве. В июне 2010 года избран генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Союз», где работал по март 2019 года. Дополнительно в ноябре 2012 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и с момента регистрации по настоящее время ведет свой бизнес. В Общественной палате обсудили вопрос подготовки к предстоящему курортному сезону. Во встрече приняли участие министр по туризму Тимураз Хишба и ательеры республики. Тимураз Хишба рассказал, как изменился мировой туризм и как это повлияло на Абхазию. В Абхазии каждый второй занятый человек связан со сферой туризма напрямую или косвенно. В мире каждый четвертый человек работает в сфере туризма. Что касается 2020 года, то, по мнению министра, курортный сезон состоялся, несмотря на пандемию. Особенно новогодние праздники показали, что Абхазия востребована. Рассказывая о принятых мерах по развитию туристической отрасли, Тимураз Хишба отметил, что по итогам поездки по Российской Федерации было подписано соглашение с Федеральным агентством по туризму с Москвой и Санкт-Петербургом. Председатель общественного совета ФАТ уже трижды приезжал в Абхазию. Обсуждались вопросы страхования туристов, стратегии развития туристической отрасли, а также проведения туристического форума, который запланирован на май 2021 года. По словам Хишба, самая главная задача
стоящей перед туристской отраслью в Абхазии – это безопасность туристов, а только потом сервис и все прочее. В рамках встречи состоялся обмен мнениями о том, как привлечь в республику туристов и способствовать развитию новых видов туризма в стране. Расширенный репортаж с заседания Общественной палаты, посвященного подготовке к курортному сезону, смотрите после выпуска новостей в рубрике «Амшик Шара Яцу». Военнослужащие Министерства обороны Абхазии приступили к практической подготовке для участия в конкурсе «Саянский марш» в рамках армейских международных игр 2021 года. Абхазские военнослужащие впервые участвуют в этих состязаниях. Участники конкурса должны иметь высокий уровень физической подготовки, отличные результаты по стрельбе из штатного оружия, а также освоить программу горной и горнолыжной подготовки. В программу подготовки участников состязаний включены 11 этапов. Военнослужащим предстоит искать условно пострадавшего в лавине, спускаться на лыжах по склону, в связках, вести разведку цели. Стрельбы будут проводиться в составе группы, при этом изготовка к стрельбе будет проходить на лыжах. Всего в рамках армии 2021 планируется провести 34 конкурса в 15 странах при участии около 95 стран. Первый конкурс «Саянский марш» пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки Иргаки. Участие в этих соревнованиях для нас является очень интересным и поучительным. Несмотря на то, что мы сюда очень долго добирались, это 10 часов военным самолетом и 5 часов на машинах, настрой у всей команды хороший. Каждый день мы проходим подготовку и акклиматизацию. В 6:30 у нас подъем, с 8 до 19:00 мы занимаемся по плану. Самое сложное является прохождение самого маршрута, так как он включает в себя большое количество подъемов и спусков, и на весь маршрут уходит порядка 2 дней. Также плюс этап стрельбы и подъем на кошках на 100-метровую скалу. Настрой у всей команды очень даже отличный, так как нас поддерживают наши старшие и во всем помогают. А самое главное, мы представляем свою страну. 15 абитуриентов из Абхазии будут зачислены в Московский автомобильно-дорожный государственный университет. 10 абитуриентов уже подали заявки на поступление в МАДИ. У выпускников еще есть время принять участие в конкурсе. Для этого необходимо Продолжаем выпуск. 15 абитуриентов из Абхазии будут зачислены в Московский автомобильно-дорожный государственный университет. 10 абитуриентов уже подали заявки на поступление в МАДИ. У выпускников еще есть время принять участие в конкурсе. Для этого необходимо пройти онлайн-тестирование на сайте университета. Чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и развития совместных образовательных программ, представители одного из ведущих технических вузов России приехали в республику с рабочим визитом. С ними встретился министр просвещения и языковой политики Иналгаблия. Все подробности в репортаже Гугуца Вардания. Беспилотники, электромобили и современные технологии, которые применяются на дорогах. Все это создают студенты Московского автомобильно-дорожного университета. Учиться в одном из ведущих вузов России в этом году смогут 15 абитуриентов из Абхазии. Такая возможность у абхазских ребят появилась после визита президента Абхазии в МАДИ в 2020 году. Аслан Бжани сам является выпускником этого университета. Тогда в ходе встречи с руководством вуза была достигнута договоренность о предоставлении лимитов в МАДИ для абитуриентов из нашей республики. И уже сегодня делегация Московского университета находится в Абхазии. Цель визита – посещение Абхазского госуниверситета и средних школ для бесед с абитуриентами. Кроме того, гостей принял министр просвещения и языковой политики Иналгаблия. Рады приветствовать вас в нашей республике. Надеемся, что сегодняшняя встреча будет залогом, началом нашего сотрудничества плодотворного с вашим университетом, Московским автодорожным университетом. Поэтому рад, что вы приехали.
Московский автомобильно-дорожный университет предлагает абитуриентам из Абхазии широкий выбор специальностей. В первую очередь это направления, связанные со строительством. Ребята могут получить такие специальности, как строительство мостов, строительство автомобильных дорог, строительство туннелей и строительство аэродромов. Еще если абитуриент хочет стать строителем, он может получить образование и диплом специалиста со сроком обучения 5 или 6 лет, специалитет, и уникальную специальность, которая так и называется – строительство уникальных зданий и сооружений. Также для абитуриентов из Абхазии предлагаются такие специальности, как менеджмент, экономика, подготовка специалистов широкого профиля в области транспорта и технология транспортных процессов. Последнее направление дает возможность стать высококвалифицированным специалистом в организации дорожного движения, перевозок, обеспечении цепей поставок и логистики. Чтобы поступить в один из ведущих технических вузов России, необходимо принять участие в конкурсе с символическим названием «Все дороги ведут в МАДИ». По его итогам 15 абитуриентов будут зачислены в Московский университет. Учитывая эпидемситуацию, проходить он будет в онлайн-режиме. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте университета, отправить паспортные данные и аттестат. До 22 апреля мы призываем ребят зарегистрироваться на нашем сайте grantmadi.ru. И 24 апреля будет проведено онлайн-тестирование по математике. Только по математике. Вопросы, задания по математике, их 25 всего, разбиты на 5 групп по уровню сложности, не выходят за рамки школьной программы. Первые задания могут показаться даже достаточно простыми. Это сделано специально для того, чтобы абитуриент, заполняющий тест в онлайн-режиме, привык к этой технологии и постепенно подошел к решению более сложных задач. Предусматривается общежитие, которое в 15 минутах от университета, сам университет в 3 минутах ходьбы от метро «Аэропорт». А также предусмотрены стипендии. В МАДИ одни из самых высоких стипендий по Москве, то есть она начинается с 3000. Мы платим всем иностранным студентам стипендию обязательно. Соответственно, размер стипендии уже будет варьироваться от успеваемости каждого студента. Максимальная стипендия у нас около 11-12 тысяч, что очень и очень неплохо. На сайте есть более подробная версия этого теста, и уже сейчас его можно просмотреть, оценить свои возможности, понять, какие примерно будут задания в реальном онлайн-тесте 24 апреля. Из нашей страны заявку на участие в конкурсе уже подали 10 абитуриентов, но регистрация продолжается. Заявки принимаются до 22 апреля. На встрече в Министерстве просвещения было отмечено, что Московский технический университет окончили немало студентов из Абхазии, и в МАДИ гордятся своими выпускниками. Выпускник дорожно-строительного факультета нашего университета Аслан Георгиевич Бжания является президентом Республики Абхазия. Мы гордимся своими выпускниками, мы поддерживаем с ними связь, мы всегда их рады видеть в своих стенах. Московский автомобильно-дорожный университет очень благодарен за организацию нашего визита. Хотим выразить благодарность министру иностранных дел Республики Абхазия Кове Дауру и заместителю председателя Государственной Думы по делам СНГ Казбеку Тайсаеву. В завершении встречи ее участники обменялись памятными подарками. А что касается конкурса, его результаты будут известны уже 5 мая. Гугу Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Подведены предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в республике в воскресенье 11 апреля. Из 19 округов в столице выборы по явке не состоялись в 4. Всего в выборах в Сухумское городское собрание приняли участие около 30% избирателей. Из более чем 39,5 тысяч проголосовали 11 934 человека. В Гудаутском, Сухумском, Гулрыбском, Ачемчирском и Ткварчалском районах, а также в городах Пицунда и Новая
марафон, выборы состоялись. Самая высокая явка избирателей в Галском районе – 58%. Однако в избирательном округе номер 5 пройдут повторные выборы, так как два кандидата, баллотировавшиеся по этому округу, набрали одинаковое количество голосов. В Гагарском районе явка составила около 33%. Выборы не состоялись лишь в одном округе номер 10. Распоряжением президента Абхазии Аслана Абжани создана Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Викторовича Адлиева. В состав Государственной комиссии, которую возглавляет вице-президент Бадыр Гунба, входят министр культуры Гудиса Агарба, сын Бориса Викторовича Астамур Адлиева, советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа, бывший заместитель председателя Совета министров Абхазской ССР Вячеслав Цугба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, глава администрации Сухума Беслан Эшба. В офисе Союза журналистов Абхазии прошла встреча, посвященная памяти заслуженного журналиста Абхазии, поэта, члена Союзов журналистов СССР, Абхазии и России Виктора Кокоскер. Вся жизнь Виктора Кокоскера была посвящена служению абхазской журналистике и литературе. Его публицистические материалы отражали многогранную жизнь народа. Он был открытым везде, и на работе, и в обычной жизни. Когда началась Отечественная война народа Абхазии, он находился в Ткварчале, был среди тех, кто пережил блокаду, голод и холод. В его материалах отображена вся боль и ужас событий того времени. Сегодня исполняется 70 лет заслуженному журналисту Абхазии Виктору Кокоскер. Виктор Кокоскер интересен для абхазской журналистики во многих аспектах. Это человек, который прошел такой большой интересный путь от Сапкора газеты «Абсна». Начинал он работать вообще в шахтоуправлении Ткварчал, совмещал работу там на предприятии и сотрудничал с газетой «Абсна». Редактор газеты Сергей Михайлович Критиня, увидев его корреспонденцию, и дальше они активно работали с ним, в итоге он становится сапкором по городу Ткварчал, затем его приглашают на работу в редакции газеты «Абсны», и он переезжает сюда, в Сухум. И вот с этого периода и до последних дней его жизни, его публицистика, его сатирические публикации наряду с другими жанрами, они имеют очень интерес и ценность в плане понимания 70-х, 80-х годов абхазской действительности. Человек, который помимо журналистики, он закончил высшую партийную школу, человек был идейный. Он, на мой взгляд, верил этим идеям социальной справедливости, идеям вообще коммунистической идеологии. И это не случайно, когда люди, выбравшие профессию журналистики, но потом решили продолжить учебу в высшей партийной школе, то есть это подтверждение их взглядам партийной журналистики. И, естественно, это очень прослеживается в его публикациях. Многие не всегда его понимали. Им казалось, что он конфликтный человек, абсолютно. Он не был конфликтный, он был очень принципиальный, и он пытался доказать свою правду, и любой собеседник, который его не понимал, им не хватало взаимопонимания. Но через день, через два он быстро возвращался к этой так называемой конфликтной ситуации, он сам его регулировал.
12 апреля в России и странах постсоветского пространства отмечают День космонавтики и авиации. Именно в этот день, ровно 60 лет назад, ракета космического назначения «Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля был первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин. И его 108-минутный полет стал первой страницей в истории полетов человека за пределы планеты. В развитии космических технологий Абхазия принимала активное участие. Питомцы Сухумского научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии были одними из первых, кто побывал в космосе. А Сухумский физико-технический институт занимался созданием источников питания для космических объектов. Тему продолжит Алика Трапш. Освоение космоса – одна из ярчайших страниц истории человечества. Это значимое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну. Автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы. Первый искусственный спутник Земли, «Спутник-1», был запущен в космос 4 октября в 1957 году, что положило начало исследованию космоса. А уже 12 апреля 1961 года ракета космического назначения «Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля был первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин. Полет Гагарина продолжался 1 час 48 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Его полет стал первой страницей в истории полетов человека за пределы планеты. Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза. А день его полета стал национальным праздником – Днем космонавтики. В космос со временем были отправлены целые орбитальные комплексы. Полет первой женщины-космонавта во всем мире Валентины Терешковой и выход Алексея Леонова в безвоздушное пространство на 12 минут в 1965-м стали огромным достижением. Нельзя не отметить, что в развитии космических технологий Абхазия принимала активное участие. В частности, Сухумский научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии и Сухумский физико-технический институт. Именно питомцев неопита, макак и резуса впервые в СССР отправили в космос. На животных узнавали, какие механизмы центральной нервной системы космонавтов дают сбои, чтобы разработать методы реабилитации после полетов. Все 6 обезьян справились в космосе с заданиями и остались живы. А Сухумский физико-технический институт занимался созданием источников питания для космических объектов, а именно преобразованием термоэлектрических и термоэмиссионных преобразований тепловой энергии в электрическую. В поселке Агудзера на территории научно-технического объекта СФТИ в этом здании в 1962 году был создан термоэлектрический генератор «Ромашка», первой в мире ядерной энергетической установки с непосредственным преобразованием тепловой энергии в электрическую. На заре развития космонавтики использовались, как известно, солнечные батареи. Но они и сейчас используются, но они малой мощности, требуют большие площади для получения более-менее значительной энергии. Кроме того, они должны быть строго ориентированы на Солнце. И в период обращения, когда космический корабль входит в тень Земли, значит, они не работают, нужен аккумулятор, который будет восполнять эту энергию за счет накопленной в период пребывания объекта на светлой стороне. Поэтому возникла идея использовать прямое преобразование тепловой энергии в электрическую с помощью термоэлектрического способа и термоэмиссионного. Там особенно термоэмиссионные может получать очень большие мощности, которые требуется, если, скажем, особенно при полетах к дальним планетам. Кандидат технических наук Олег Козлов работает в СФТИ с 1967 года. Он вспоминает, что еще в советские годы у института было много разработок термоэлектрических преобразований. Был случай, когда американцы выкупили нашу разработку – термоэмиссионный реактор-преобразователь. В настоящее время институт также продолжает разрабатывать технологии для прямого преобразования теплой энергии в электрическую, практически в тех же масштабах. Некоторые технологии производства сохранились только у нас. Многие наши вопросы остались без ответа, так как это, говорят ученые, конфиденциальная информация. Понимаете, сам принцип термоэмиссионного и термоэлектрического преобразования, он известен давно.
Но воплощая конкретно в какую-то конструкцию, столкнулись разработчики с созданием специальных материалов со специальными свойствами и технологии их получения, понимаете? Вот в основном сейчас ведутся работы в области совершенствования технологий. Советские космонавты любили приезжать в нашу Абхазию. Легендарный космонавт Юрий Гагарин в ноябре 1964 года по приглашению руководства нашей республики вместе с другими космонавтами посетил Абхазию. Здесь проводились официальные встречи, а также экскурсии по достопримечательностям республики. Полет Гагарина в космос, безусловно, открыл новую эпоху. Эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических просторов. Как далеко зайдет это освоение, чего мы сможем достичь на этом пути, пока не очень ясно. Но космическая наука на протяжении многих лет помогает человечеству решать проблемы, связанные, в частности, с изменением климата, продовольственной безопасностью, глобальным здравоохранением и гуманитарной помощью. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. С 9 по 15 июня в Абхазии пройдет конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия-Земля-2021». В нем примут участие более 50 девушек из 30 регионов России и Абхазии. О деталях конкурса рассказали его организаторы на пресс-конференции в Министерстве культуры республики. Репортаж Эсмы Гуланзе. Июнь в Абхазии обещает быть интересным и насыщенным, ведь здесь впервые пройдет конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия-Земля-2021», который объединит множество ярких представительниц прекрасной половины человечества. Нашему проекту уже в этом году будет 5 лет. На самом деле это международный конкурс «Мисс и Миссис Земля», и ему более 10 лет на международной арене. Мы, как всероссийские представители, нам 5 лет, 5-летний юбилей. И под эгидой Национальной ассоциации это будет первым масштабным проектом здесь, в Абхазии. Проект направлен на наши отношения, дружеские, теплые, соседские. Вот, конечно же, мы хотели бы принести что-то хорошее, красивое, вкусное, порадовать вас. За корону красоты будут соревноваться девушки и женщины от 18 до 48 лет, независимо от социального статуса. В этом году в проекте примут участие представительницы Абхазии. По словам организаторов конкурса, для участия важны не только внешние данные, но также ум и внутренняя красота. Кроме того, конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои навыки в спорте и даже стрельбе. В этом году, что немаловажно, это основное, примут участие в конкурсе самые красивые девушки Абхазии. Опять-таки же мне хотелось бы обратиться к ним, чтобы они смелее приходили на кастинг. В этом нет ничего такого. Вот, мы бы действительно хотели увидеть их, как можно больше девушек, да, потому что действительно есть отзывы, поступают вопросы, но как-то есть какая-то боязнь прийти. Мы не кусаемся. Мы правда хотим сделать что-то важное, нужное, полезное. В течение недели участниц ждет насыщенная программа. Конкурсы, дефиле, творческие номера и другие мероприятия. Финал конкурса пройдет 13 июня в Абхазском драматическом театре. Как подчеркнули организаторы, проект направлен на популяризацию семейных ценностей, поэтому в нем не будет выхода в купальниках. Финалистки продемонстрируют свои национальные костюмы. Дается несколько дней девушкам, практически неделя, на то, чтобы мы рассматривали их не только на сцене в красивом платье и с красивой прической, а также как они себя проявят за всю эту неделю. То есть командный дух, как они будут общаться со своими конкурсантками. То есть на это все тоже будет смотреться. Кроме того, в рамках мероприятия ожидается насыщенная концертная программа выступлений известных музыкальных исполнителей. Это первая ласточка. Спасибо нашим гостям. Это большие друзья Абхазии, которые выразили желание провести конкурс именно в Абхазии. И, безусловно, направленность деятельности ассоциации связана практически с различными проектами в области культуры, что нам крайне интересно. Мы всегда рады реагировать активно на различные проекты. Победительницы в 2 номинациях смогут принять участие в конкурсе «Мисс и Миссис Земля», который пройдет в Лас-Вегасе. Дополнительный кастинг для жительниц Абхазии назначен на 8 мая. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Уже больше недели, как на побережье Сухума поселился белый лебедь. Данный факт привлек внимание горожан. Люди приходят на берег сфотографироваться с птицей, покормить ее. Проректор Абхазского государственного университета орнитолог Виктор Маланзе рассказал, что лебедей, как и других птиц, нельзя кормить хлебом. Это вредно для их здоровья. Если горожане хотят покормить птицу, то лучше захватить с собой любой крупы. Виктор Маланзе также объяснил, как лебедь оказался в море в непривычных для своего вида условиях. Обычно лебеди летят стаями по 40-50 штук или мелкими стаями по 5-6. Этот, скорее всего, отстал, не выдержав длительного перелета. Судя по тому, как он двигается, травм у него нет, и поэтому, набравшись сил, он продолжит свой путь, предположил ученый. В Абхазии на зимовке встречаются два вида лебедей – лебедь-кликун и лебедь-шипун. Гость морского побережья Сухума лебедь-шипун – тот же самый вид, который обитает в Новоафонских прудах. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 9-14. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.